Так, секунду. Попытка номер 2. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Инца, все в норме, да? Иди к дому. Аллаху акбар. Я сейчас с телефона, поэтому рядом компьютер положил. Чуть-чуть подождем. Делер маршал гуль, ва алейкум ассалам. Жин соболи дуэ. Делер маршал гуль, манаш масейра дуэ, был. Так, сумма слагается 62 получается. Дистрельду пойдам отвоз. Жим хайвелер социальный цац технические неполадки шел цундера. Вот. Так, до того, как начать, я бы хотел сказать насчет темы сегодняшней. Завтра, как мы знаем, тот день, когда был убит Ахмед Кадыров, и тема будет такая: предатель он или враг. Вот. И какова разница между этим? Я хочу об этом поговорить. И я тут видел вопрос насчет Ямадаевых. Про них тоже я скажу коротко. Так, еще раз. 9 мая 2004 года, во сколько это было, половина 11, на стадионе «Динамо» был убит марионетка Кремля Ахмад Кадыров. Вот. И я хочу так коротко, может быть, подробно рассказать, что произошло-то на самом деле. Был убит, как я говорил, марионетка Кремля, и после этого было расследование, как бы, ну, можно сказать, такая показуха была со стороны России. И было 4 версии произошедшего. Первая версия была дестабилизировать обстановку в самой республике якобы. И вторая версия – это обезглавить Чеченскую республику, то есть это версия России. И, как я говорил, было всего 4 версии. И почему-то Россия промолчала про 2 остальные. Почему именно был убит марионетка Ахмад Кадыров? Вот. Потом, как мы знаем, вину за это повесили на каких-то вообще посторонних людей, которые никак не были причастны к этому. Кто кого-то посадили, кто кого-то наказали, потом это убийство повесили на Ямадаевых, потом Ямадаевых убирали, расстреливали сами же. Ну и я хочу сказать, что в тот день и вообще планирование этой операции чеченское сопротивление абсолютно не было в курсе. И это не было запланировано
чеченским сопротивлением. К примеру, я даже могу сказать, где находился тогда Шамиль Басаев. Он в то время не был в Чеченской республике Ичкерия и не был даже в курсе того, что убьют Кадырова. Хотя потом, это буквально недавно даже говорили, что это убийство организовывал Шамиль Басаев. Потом также говорили, что в этом замешан также Аслан Масхадов, наш президент. И также скажу, где находился Аслан Масхадов, наш президент. Он вышел из окружения и был на окраине одного села на территории Чеченской республики Ичкерия. И первую новость об убийстве, устранении Ахмада Кадырова он узнал через радиостанцию. Там передали, что убили Кадырова, прямо так передали, потому что все люди были рады. А врагов у него было достаточно. В самой республике, среди чеченцев, а также за пределами Чеченской республики Ичкерия и в России. Вот. И то, что произошло, это коротко так, что бы там ни говорили сейчас, на кого бы это ни вешали, для многих чеченцев это была радостная весть, скажу так, потому что этот человек, Ахмад Кадыров, был причастен к многим убийствам, был причастен к тому, что он знал, что начнется война, он был в курсе этого, и потому что его же структура, в которой он работал, ФСБ, и запланировала эту войну. Запланировала. Секунду. И еще к теме самой. Кто он? Предатель? Или же вообще кто он? Ахмад Кадыров. Кем он был? Нет, он не предатель. Хотя многие говорят, многие называются, ошибаются. Может, я когда-то мог сказать такое, но покопавшись в самой истории, в биографии, в документах, я могу твердо сказать, что этот человек, Ахмад Кадыров, был врагом. Он никого не предавал, он честно служил России и тем структурам, в которых он работал. Он работал честно и отработал свои погоны, свои крестики, нолики и так далее, ордена. И действительно является героем России. Он честно служил России, честно служил Путину, ФСБ и так далее. И скажу, вот почему у меня такое мнение сейчас. Потому что, я даже скажу, когда это было, 10 октября 1999 года президент Чеченской республики Ичкерия отстраняет Кадырова от должности верховного муфтия и объявил его врагом чеченского народа. А также объявил о наказании этого врага. Вот. То есть у нас есть такой приказ главнокомандующего, лидера нашей республики, где он четко и правильно, корректно называет этого человека своим именем, то есть врагом.
Вот. Я сейчас просмотрю. И далее насчет его работы кто-то там сомневается, кто-то там оправдывается и говорит, что якобы он нигде не работал, он там учился в Бухаре. Нет, не, все было по-другому. Я помню 98-й год, месяц сейчас я не могу точно сказать, но помню, как его вызвали в парламент и буквально заставили так сказать правду. И он тогда высказался, Ахмад Кадыров сказал, что да, действительно, он там подписал какие-то контракты, документы, когда он шел учиться в исламский университет в Бухаре. Вот. На самом деле, как я говорю, он служил, работал честно этим структурам и вообще России. И сегодня там называют, якобы он спаситель народа, кто-то еще там что-то говорит, чуть ли не святого делают сегодня. Как может быть человек спасителем, если у такого человека были свои камеры, пыточные камеры, и в этих камерах, и даже в его дворе избивали чеченцев перед своей же семьей, жестоко убивали, пытали. И все, как я раньше говорил, и все зачистки, которые проводились от Хоси-Юрта до Грозного и Гудермеса, проводились по его указаниям. Я приводил такие факты, выкладывал здесь на канале такие факты, где это говорят сами люди. Простые люди, которых мучили, над которыми издевались и убивали во время этих зачисток. Так что никаким спасителем такой человек не может стать и быть. И история все равно даст всему этому оценку и таким личностям, которые работали на врага, на оккупантов, приводили этих российских оккупантов на базы чеченских бойцов, наших воинов, которые стояли перед российскими оккупантами, а также которые также были в первых рядах и во время зачисток и других операций. Народ это помнит, народ это не забудет, и народ скажет свое слово. Для чеченцев всегда были героями те, которые воевали против оккупантов. Их много, их у нас достаточно. Аллах азат обалдолься масейра. Я сейчас прочитаю ваши комментарии и вернусь к теме. Ахмад не сила. Я помню, ты мне говорил, ты назвал мое имя, как бы, ну, псевдоним, да. Помню эти твои слова. Но еще раз, нам не нужно называть его национал-предателем. Именно вот надо убрать вот это слово, к которому мы часто прибегаем, говорим, это был враг. Враг чеченского народа, враг ислама, вот. И верный соратник, друг, брат этих российских оккупантов, вот этих врагов. Василий Долгтрев, добрый вечер.
Рад вас видеть. Кайрат, валикум салам, брат. Получается, в медресе Бухары обучали вот, сейчас, секунду, обучали вот таких агентов. Ну, сам факт налицо, как я рассказал, кем он являлся для России, кем он являлся для чеченского народа. Он герой для них, а он для нас враг. И даже был такой факт, когда его сын опроверг причастность к этому убийству, как хотите, так и назовите, опроверг причастность к этому Басаева и Масхадова. Это даже было написано в аргументах и фактах, подробно об этом. Его слова, его мнение. Седой чечен, Дева Мадекас Тагва, Хамичавер Нохчен, Твам Бичхена, Хамичавер Цигаволчхен, Ахуалвалер, Шеф Бубо, Швега Мичавер. Сокега цевеш атар воли он хал больчана ердумас иншаллах амдахкан ом мостовчун уллехвайтын саляла алхамдулилlah. Джабраил, Анзор, ассаламу алейкум, вараматуллах, валейкум салам, вараматуллах. Брат, давно не общались, как ты готовишься? Аль-Кадр, алхамдулилlah, брат, все хорошо, готовимся, готовы, алхамдулилlah, брат. По некоторым причинам я не выходил на связь, в эфир. Тем много, было много что рассказать. Вот. Было много работы, поэтому я извиняюсь, что меня долго не было в эфире. Ну, еще такой факт, что сегодняшняя марионетка пользуется убийством своего отца в своих целях, приводя какие-то факты и так далее, во всех направлениях, не называя истину, не говоря правду, потому что боится говорить эту правду. Я не понимаю такого человека, где человек не может, боится сказать правду, кто убил его отца. Никогда не пойму такого человека. Если я где-то что-то пропущу, я извиняюсь.
Тони, валикум салам. Ну, ты пишешь, салам алейкум с Кабарды. Рад вас видеть, братья. Я знаю, что тут наши братья, тут наши друзья. Я очень рад вас видеть, что есть такая возможность пообщаться с вами, ответить на ваши вопросы. Кстати, кто-то мне тут что-то хотел сказать. В тот день, то есть завтра, 9 мая 2004 года, когда убили Кадырова, вы просто вспомните, кто был начальник охраны, кто должен был обеспечивать безопасность их человека, их начальника, шефа. То есть был его сын. И почему этот начальник, большой такой начальник, находился не рядом, такой в ответственный момент, имеется в виду вот это мероприятие, не обеспечивал безопасность, будучи начальником, а находился где-то в Москве. У меня есть подробности, я даже знаю, где находился, просто не буду сейчас это говорить. Так, ассаламу алейкум, алейкум салам, Рамадан Мубарак. Что вы скажете о конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана? Вы считаете это дело рук Кремля? Все вот эти приграничные конфликты, которые происходят вокруг России, там действительно я вижу руки Кремля, у них огромный большой интерес в этих войнах или конфликтах. Ну, даже вот сам факт Украина, да, это выгодно России, мы это все знаем, или там в Карабахе, или в Грузии, вот. Там, в других местах, вот, Таджикистан или Кыргызстан, это выгодно России. Потому что все соседи, как и в самой истории сегодня, страдают от этой страны, неадекватной страны. И опять вернусь к нашей общей теме. Хочу вот так сказать про разницу Ахмада Кадырова и нашего президента, то есть моего отца Аслана Масхадова, который служил в советской армии, дослужил до полковника и был на генеральской должности. Об этой разнице. Ахмад Кадыров служил верно и прошел свой путь верно, вот. Сделал все, что надо было ему сделать, как бы так. И отдал свою жизнь за Россию, за страну, за агрессора, за ту страну, которая убивала чеченский народ, разрушала селение, издевалась, пытали вот людей, я вот сейчас все эти жестокости не буду говорить. И, как я говорил, полковник советской армии, артиллерист, будучи на генеральской должности, Аслан Масхадов, он, да, действительно, его мечта была быть военным, он стал военным, он был офицером, был хорошим офицером, сами его сослуживцы, друзья рассказывают про него. И он прошел свой путь тоже честно, будучи человеком, чеченцем, сыном своего народа, он был преданным своему народу и отдал жизнь за чеченский народ. Вот.
Он, он вернулся из Вильнюса, из Литвы, потому что, это было в 1992 году, потому что он увидел, что Советский Союз в то время начинала конфликты в разных республиках, в Азербайджане, в Грузии, Ингушетии, Осетии, в Литве, и везде уже успела убить людей. То есть в то время как бы Советский Союз своих людей, своих граждан. И Аслан Масхадов, чтобы не быть причастным к этому, в убийстве людей, он покинул эту армию, советскую армию, плюнув на эти должности, на остальное, со словами «я убивать народ не буду». И вот эти слова, вот даже в интернете есть, где его сослуживец так вспоминает, что он так и сказал. И он вернулся на свою землю, стал рядом со своим народом, потому что мы все уже видели, что Россия готовит что-то. Да, мы хотели верить, что войны не будет, что все будет нормально, но таким людям все-таки было видно, что Россию уже не остановить. Выдвинула дивизии, которые были разбросаны вокруг границы. И началась война. И этот человек, Аслан Масхадов, действительно отдал свою жизнь за свой народ. За свой народ. И было много попыток, я сейчас добавлю к этому, что в то время президент Джохар Дудаев всячески все пути были использованы, дипломатические обращения, заявления, чтобы два президента могли сесть за стол переговоров и не допустить ту войну, которая началась в 1994 году. Также поступил и наш президент Аслан Масхадов в 1999 году. Россия вторглась, чтобы решить свои интересы, чтобы добиться своих интересов. В то время, в 1999 году, на нашей крови же они привели этого Путина, вот, поставили президентом. Тут Алихан, ты пишешь, Россия это империя зла, да? Это нам показывает история. Достаточно фактов, чтобы назвать эту страну империей зла. Мы это хорошо знаем. И вот ты пишешь, Алихан, давайте сделаем все дуа в эти последние дни священного месяца, чтобы Аллах, свят Он и велик, уничтожил это зло. Я считаю, что нам всем, чеченцам, мусульманам, надо всем делать дуа, вот, за тех погибших, за тех, которые отдали свои жизни. Вот общее, такое мощное, где бы мы ни находились, мы должны просить у Аллаха в первую очередь, потому что все идет от Аллаха. И, иншаллах, зло будет уничтожено. Слава Самусев, Анзор, а как был убит Зелимхан Кадыров, старший брат?
Да, все-таки я расскажу, ладно. Этот человек когда-то убил обычного гражданина, простого человека на заправке. Где-то как-то они не поделили, то есть Зелимхан высказался грубо в адрес того человека, тот ему ответил, а этот Зелимхан выхватил пистолет и убил его. Потом вся республика, имеется в виду правительство, министры, чуть ли там не до президента, просили тех людей оставить кровную месть. Ну, как вы знаете, у нас это есть на Кавказе. И уважение этих людей, нашего президента Аслана Масхадова, эти люди, эта семья оставила им кровную месть Кадыровым. Кем он был убит? Насколько я знаю, они его убили сами. Вот, насколько я знаю. Это из их кругов, это они уже сами говорят. Полоний новичков. Анзор Асланович, будьте добры рассказать про судьбу братьев Ямадаевых и убийстве Мулади Байсарова. Ну, вот эти факты мы все знаем, кем они были убиты, и я просто еще раз повторюсь, их убивал Кадыров. Их устранил Кадыров. То есть, как всегда это было и происходило, таких людей убивали они сами. Это происходило всегда. Всегда происходило. Это участь таких предателей и так далее. Я могу много имен, фамилий называть, которых постигла такая же участь. Насчет Межеева, Хамид Войнах, да я не хочу о нем вообще говорить. Это люди, которые обманывают народ, простых людей. По указке, и у них работа такая. Шелби, так, Аслан Масхадов в Тбилиси заканчивал артиллерийское училище. Так, Шелби, я... вот. Он герой. Да, действительно, первое училище, военное артиллерийское училище, он окончил в Тбилиси. Затем он был направлен, уже будучи младшим офицером, в Приморский край, где я родился. И уже через несколько лет он поступил в военную академию Калинина в городе Ленинграде в то время. И окончил эту академию с отличием. Ильдар, алейкум салам, брат. Вот настанет день, когда шефа спросят за все. К тому дню поколение людей, выросшее в мире, скажут: мы благодарны шефу за мирную жизнь. И кто спрашивает будет в итоге? Ну, придет тот день, когда всех спросят, делал ли он в своей жизни плохое или благое. По-любому будет спрос. И, соответственно, каждый человек получит свое место. Я не понимаю тех людей, которые сегодня называют себя спасителями, там, как я раньше говорил, считают себя прокурорами, там,
судьями, и как будто бы им все дозволено. Нет, придет тот день. Надо бояться того дня. Надо бояться. А не Путина, не Россию и так далее. Скала, Анзор, а кто были награждены Дудаевым, а потом Масхадовым, украинцы и литовцы, высшей наградой Ичкерии? Ну, их много. Не только Дудаев, но и Энербиев, и Масхадов награждал в то время наших настоящих братьев. Вот. И есть с Украины, есть с других республик, есть также сами русские, которые воевали против российских войск. Есть братья-ингуши, есть братья-дагестанцы, азербайджанцы, их очень много. Очень много. Поэтому я и делить их не хочу, это все наши братья. И имен много. Насчет Рудника Дудаева. Рудник Дудаев расследовал обстоятельства смерти Ахмата Кадырова. Ну, там такое расследование было, что Генпрокуратура Российской Федерации, там возбудила какое-то уголовное дело по статье 105 и 205 и Уголовного кодекса Российской Федерации. И это следствие возглавлял генпрокурор Российской Федерации, сейчас имя вспомнил, Сергей Фрединский, который вот выдвигал эти 4 версии, о которых я говорил. И Рудник Дудаев, он был его замом, и еще с давнейших времен работал на КГБ, ФСБ, он жил в Москве. Вот. И это расследование, вот, ты спросил, просто было такое показное. Ну, этот человек тоже являлся кротом, Рудник Дудаев. Никто этого расследования как бы и не хотел, потому что правду они побоялись бы сказать, потому что все знали, что Кадыров убит своими шефами, своими там начальниками, структурами вот, Путина. И только Путин мог бы отдать такой приказ. Значит, была такая причина. И вот среди нашего народа, также других, есть такая мысль, версия, якобы там Кадыров сказал, что вся нефть должна принадлежать чеченцам. Это говорили все. И он этими словами Америку не открывал. Это не ново. Вот. Мол, якобы из-за этого он сказал, и это России не понравилось, и они убили. Нет, это чушь. Это неправда. Не поэтому убили Кадырова. Он говорил то, что ему было дозволено говорить. Он не переходил границы. И все, что он мог сказать, это было делалось для того, чтобы как-то заработать какую-то симпатию от своего чеченского народа. Вот, мол, Кадыров сказал это, вот он правильно это сказал. Он сказал то, что ему разрешали говорить.
Сейчас, секунду. Руслан Шмол. Анзор, расскажи про Теркибаева. Ты пишешь, Теркинбаева? Нет, он был Теркибаев, Хампаш Теркибаев из села Мискирют. Ну, я его знал лично. Он там на камеру снимал, вел программу «Президентский путь» президента на чеченском языке. Были версии, якобы он был в Норд-Осте во время тех событий, трагических событий в Москве. Хотя его там не было, его не было. У меня есть факты. Вот. И якобы он там причастен. Да, я знаю, в курсе того, еще раз повторюсь, знаю эти факты, что он был там где-то организатором, но он не был в самом Норд-Осте. Он не был там. Это была не такая личность, чтобы рисковать своей жизнью. Не такая личность была. Там деньги, что-то снять, где-то что-то поднести, еду принести, пиццу принести, может он что-то, ну, типа такого. Или что-то провести. Но его внутри Норд-Оста не было. Как ты относишься к Закаеву? Вопрос. Я вернусь к этой теме скоро. Вернусь. И я скажу не только о Закаеве, и о других личностях. А сейчас так, отвечая, скажу, все хороши. Все хороши. Анзор, Чаборс, Анзор, расскажи о тех, кто держал Бамут. Это были герои, их много, это не только жители села Бамут, там и другие наши братья были. Они смело на протяжении огромного времени держали это маленькое село. Если кто там был, или даже на карту посмотрите, насколько оно большое или маленькое. Вот. Это село держали долго, хотя Россия там выдвинула там все виды войск, обстреливали, и эти герои держали это маленькое село. Это были герои. Также есть у нас и другие села, их очень много, которые оборонялись, которых можно назвать крепостью, вот, которые героически сражались против российских оккупантов. Суннит мусульманин. Валикам салам, брат. Ну, я не хочу на такие вопросы отвечать. Всему свое время. Я ко всем вопросам подойду. Это время наступит. Полоний новичков, Анзор Асланович, но все же по поводу судьбы таких персонажей, как Магомед Хамбиев и Шаат Рулаев, как это возможно, чтобы люди так переобувались на 180 градусов. Я лишь скажу, что есть, которые переобулись, которые не переобулись, как-то вынужденно там оказались, но все эти подробности я сейчас говорить не буду. Я не судья. Аллах всем нам судья. Вот, и там решат. Мождат, жителей там практически не было. Все были с разных сел и городов. У меня там 2 брата погибло. Аллах, вазут колбал доль. Но я
тоже не отрицаю, действительно, с других сел, с других населенных пунктов, как и в других местах, в других фронтах воевали и показывали свое мужество, и воевали героически, и погибали героически. Аллах азат хобладуси масира. Гого, или как это читается. Салам алейкум, алейкум салам. Анзор из Дагестана. Брат, почему Кадыров чеченцев публично унижает на камеру? Да? Потому что ему так говорят в Кремле. Он делает свою работу. Почему мы удивляемся? Это тоже враг чеченского народа. И то, что сегодня происходит, у нас никогда не происходило в нашей истории. Никогда не было такого факта, чтобы публично кого-то унижали. И я сейчас просто не могу найти такое правильное определение, слова таким людям, которые совершают такие акты преступления, варварства. Как можно своего гражданина, брата или вообще человека вот так унижать? Кто дал им такое право? Кто они? Кто? Никто. Они герои России. Вот кто. Тут тролли подтянулись. Привет вам. Все будет хорошо. Все в руках Аллаха. Все будет нормально. Самогапи. Сейчас. Я еще раз извиняюсь, что если где-то, я вижу, что где-то что-то мог пропустить, потому что все быстро идет. Да, кстати, Василий Докторев, хорошо, что ты напомнил, спасибо большое. Путин знает, где я был и чем занимался. Действительно, это сказал Кадыров. Там какой-то спор, что-то у них было, и потом Кадыров говорит, а вот Путин знал, чем занимался, Кадыров, да, то есть работал на КГБ, работал на ФСБ. Это он говорил сам. Маршо 904. Анзор, не обращая внимания на тролли. Да, я с ними даже не считаюсь. И считаться не собираюсь. Аликан, что скажешь про Арцуева? Что я скажу? Ничего не скажу. Что ты хотел услышать? Как найти? Анзор, зачем ты собираешься говорить плохо о Закаеве? А кто сказал, что я о ком-то вообще хочу плохое что-то сказать? Откуда ты взял это? Нет, если я буду говорить о ком-то, я буду говорить как есть. О ком-то плохо я говорить не хочу, и вот эту всю кашу вот так я мешать тоже не хочу. Если скажу то, что знаю, то, что видел. Могу также мнение свое сказать. И никто мне это не запретит.
Я всегда говорил свое мнение. Как найти... Бяхки хумдац. Он жоплушворсу, я отвечал тебе просто. Тони, насчет засланных. Про засланных тоже будет тема. Тоже скоро. Тут не только засланные, но и есть те, которые как бы своими действиями или неумением, или не имея вот этого ума, совершают вот свои же действия на руку нашему врагу. Есть такие. Не обязательно, чтобы у него был контракт с ФСБ или там, с другими какими-то их структурами, но в своих высказываниях, в своих действиях нужно быть осторожными. Ну, это касается всех. Родион Ордин. Анзор, ты не хочешь? Сейчас, секунду. Про все эти события снимать документальные ролики с монтажом. Было бы очень, да, полезно, как аргумент в спорах использовать. Ну, на этом канале я сделал все возможное, от меня зависящее. Какую-то часть я выложил, чтобы также, как ты говоришь, можно было бы использовать, ну, вообще, чтобы просмотреть для себя сами факты. Я выкладывал их тут. Вот. Есть проекты, и скоро вы тоже увидите, узнаете. Все будет показано. Так, говорите правду. Валейкум салам, Саваш. Деврейсы Масеведа Машна был. Анзор, к сожалению, вижу раскол среди наших в Европе. Очень этого не хотелось. Но что касается этого, наша проблема, скажем, в том, что против нас воюет, можно сказать, ядерная держава, их спецслужбы. Они сделали все и делают все, чтобы разделить наше общество. И многие ведутся на их уловки. Вот. Не только в Европе, но где бы мы ни находились, они проделали огромную, колоссальную работу, чтобы разделить наше общество на тех, на других. И поэтому вот многие как бы не пытаются как-то, не остерегаются вот этих провокаций, идут на эти провокации. Как найти? Нужно быть осторожными, да, Анзор, это ты точно сказал. Ну, мы везде должны быть осторожными, и я могу призывать в первую очередь к этой осторожности, потому что мы видим, что происходит вокруг нас. Мы должны смотреть в будущее. Наш народ должен быть готов к каким-то изменениям. У нас должны быть ученые, там, военные, там, инженеры и так далее, готовить эту молодежь к этому, чтобы
они учились, чтобы они сегодня работали, брали этот опыт. И мы по-любому когда-то вернемся, мы верим в это. Мы знаем, что в России все изменится, и тем более изменится этот режим, установленный на российских штыках. Вернемся. И весь этот опыт, накопленный в разных странах, потому что чеченцы не только в Европе, он пригодится нам, нашему народу. Вот что нам надо отвести на свою родину. И вот какие должны быть призывы быть готовыми к любым изменениям. К любым изменениям. Ичкерия, родина моя, Анзор, ты должен быть побольше активным. Брат, ну, я стараюсь по мере своих возможностей или где-то как-то провожу какую-то работу или встречаюсь с людьми. Вот сегодня я перед вами, рядом с вами, можно сказать, говорю свое мнение. Слава Самусе. Сейчас в Чечне молодежь заставляет любить Ахмада Кадырова. Да, вот именно заставляют. Но в душе знают и не любят. И эти марионетки, враги чеченского народа прекрасно знают это. Родион Орден, я рад, что ты спрашиваешь вот так. Анзор, нужна ли тебе техническая помощь? Любая помощь, будь это техническая, не техническая, будь это словесная вот так, или совет какой, или еще что-либо, ну, это есть помощь, да, ради Аллаха, вот, будет полезно, и я буду только рад, если с вами вот так совместно с нашими общими усилиями мы будем чего-то добиваться. Извиняюсь. Амирхан Эбзе, алейкум салам. Спасибо, Рад. Но насчет шрама, у него здесь было, например, ну я про губу, это что, у меня тоже тут пару шрамов, детство было такое. Вот здесь был, да, с правой стороны была шишка. Ну, я, кажется, нигде это не говорил в то время, тем более об этом не говорилось. Но он получил ранение во время войны. Это было в 2002 году, во время выхода из селения Алирой, когда они выходили и стреляли друг в друга в упор. Там погиб его родной брат, то есть мой дядя младший, погиб рядом с ним. И пули, некоторые пули так, ну, прошли рядом с ним, одна зацепила вот так. И такая шишка была. Я помню тот день, когда Кадыров, враг чеченского народа, с пеной у рта выступал по телевизору, говорил, удивлялся, ну он же там был, то есть Масхадов. И эта операция по убийству Масхадовых, то есть они пытались, была спланирована тем же Кадыровым и их службами там, военными, то есть им не удалось тогда.
Валейкум салам. Так. Ну, сейчас пойдем к завершению. Чечен Таймс, я тебя помню тоже. Валейкум салам, брат. Валейкум салам. Ну и, кстати, Адам Вонграц, Аллах Рейсвил, когда Кадырова да, говорил, что каждый чеченец должен убить 150 русских, он выполнял задания своих спецслужб. Ну, видите, столько много информации, что я могу где-то что-то не досказать. Я могу часами вот так сидеть и говорить в разных там случаях и так далее. Действительно, я помню 94 год на митинге, где он вот стоял и призывал, что вот мы должны воевать против России. И да, действительно, он говорил, чтобы решить проблему с Россией, каждому чеченцу нужно убить по 150 человек. Так он говорил. То есть 1 миллион чеченцев и 150 там, миллионов русских. Арифметика такая, он так посчитал. То есть если каждый чеченец убьет по 150 русских, проблема с Россией решена. Вот такое радикальное решение. Никогда ни один чеченский лидер, Дудаев, Яндарбиев, Масхадов, Абдулхалим Садулаев, Докка Умаров, никто такие высказывания не делал. То есть более таким радикальным, получается, был Кадыров. Провоцировал. Ну, потом он где-то в какой-то передаче еще сказал, что да, я не так говорил, я вообще говорил, что столько, сколько можно. Он вообще еще там хуже себе сделал. То есть, если чеченец убьет 500 русских, то якобы было бы хорошо, якобы он так говорил. Малоумный. И еще касающийся информации вот насчет него. Я помню, в какой-то передаче, в своей передаче здесь, на этом канале, я говорил, что как-то в Аргуне со стороны российской базы производится обстрел Аргуна, и мины, это был минометный обстрел, мины попадают в жилой массив, погибают люди, мирные жители Аргуна. Потом после этих событий, кажется, на следующий день, где-то так, российский журналист спрашивает у Кадырова, а правда ли, что российские военнослужащие обстреляли Аргун и погибли мирные жители? Ну, такой нормальный вопрос был. Ахмад Кадыров, его это задело почему-то. Он вскочил со стула вот так, заерзался, занервничал и говорит такие слова. Ну и что? Меня тоже тут подрывают. Видите, как Аллах вот его же словами показывает, кто он был на самом деле. И еще раз повторюсь, ни один наш лидер чеченского народа, таких заявлений или ошибок даже не совершали. Они, наоборот, хотели, я про Дудаева и других, они призывали остановить войну, остановить кровопролитие, отдавали военнопленных сотнями, призывали завершить войну. Но были такие люди, которым была нужна кровь. Ну, опять про Ямадаевых, Багдаде, все спокойно.
Ну, я про него уже говорил. Валикум салам, брат. Это был военный, военнослужащий Российской Федерации. Ну, я могу еще добавить, но никто это не знает. Я помню, потом только узнал, мне какие-то люди рассказали, что Ямадаев Сулин из Гудермеса, он готовил такую акцию по похищению меня. Это было в конце 98-го года. То есть этот Ямадаев, этот Кадыров, Ямадаев тогда подчинялся Кадырову. То есть это была одна банда. Я буквально недавно выставлял видео, где Масхадов говорит конкретно, что эта банда занималась кражей людьми со стороны Дагестана и так далее. Так. Разбойник. Вот сейчас я тебе скажу. Цанден умолчалась барясу. Дикагос эрдохлик сахуалище. Хосан чун хтирвол чуна хо цанбол бешхиру хо иштакуарт вахати ош волширу цанден шупусыр ешвац. Китана. Муахцебехкан цанне вохумацадина. Мостов чун улица хватна. И мостов визец элла. Я эра дац, я сюркар дийцита, то есть цедийцита цавац, хосаны тем более. Цатеришу. Хамзат Гилаев, причем твое имя, хотя это не твое имя, ты взял чужое имя, имя героя чеченского народа, человека, который воевал и отдал свою жизнь. Так что не надо провоцировать, будь осторожен, вот, не надо. Аллах азат колбалдур Хамзат Гилаеве. Так. Ну, сейчас пойдем к завершению, я дочитаю. И, мне хотелось сегодня, потому что завтра кто-то будет плакать или там будет рад. Такой день, 9 мая, убили врага чеченского народа. Хотелось бы про это, а не про другие там темы или вопросы касаться. Поэтому я как-то стараюсь об этом говорить сейчас. Так, интересный вопрос по Парабеллум. Валейкум салам, брат. Как ты думаешь, когда и каким образом мы выйдем из этой ситуации, когда мы все за раз в один день будем просить Аллаха, делать дуа, чтобы наступил конец
этому варварству, этим преступлениям, унижениям, чтобы Аллах наказал этих преступников, и чтобы был конец всему, то, что происходит сейчас. Мы должны быть едиными ради Аллаха в первую очередь. И да, могут быть какие-то обиды и так далее. Позабыв эти обиды, потому что эти обиды словесные, ничего там такого нету. Я наблюдаю за ситуацией, анализирую. И поэтому еще раз добавляю, ради Аллаха, ради своего народа, ради братьев и сестер и тех, которые отдали свои жизни, ради нашей истории, хотя бы раз в нашей истории прийти, объединиться крепко и защитить свое «я», наше будущее, имеется в виду. И работать, как я говорил, идти к этим изменениям, быть готовыми к этим изменениям. Вот что мы должны делать. Я помню, 11 лет примерно тому назад я делал такое заявление, обращение, и также говорил, мы должны ради Аллаха в первую очередь быть вместе. Если же мы этого не сделаем, если мы будем идти на поводу этих врагов чеченского народа, без разницы, какой он национальности, вот, враг чеченского народа есть враг чеченского народа. Вот. Мы должны быть вместе, рядом, и вот строить свое будущее. И когда вот я про обращение 10-11-летней давности, в то время кто-то не понял, кто-то не хотел понимать, кто-то думал, что я хочу у него что-то забрать и так далее. Говорилось разное мнение, было много провокаций, было много высказываний. Прошло 11 лет, пройдет еще 11 лет. И мы будем сегодня в таком состоянии, если такого единства не будет. Поэтому я еще раз призываю, мы должны быть едиными. Только если у нас будет единство, только тогда Аллах Всемогущий даст нам эту победу. Я не про военную победу над кем-то, нет. Надо победить самого себя в первую очередь. Самого себя. И опять же, про название этого эфира, мол, предатель ли Кадыров, да? Нет, он не предатель, он честно работал на Россию и так далее, отдал за нее жизнь, он был врагом чеченского народа. И знаете, если человек предатель, он может потом стать и патриотом. Вот. А тут у Кадырова был свой выбор, он сделал свой выбор когда-то, и у него был один билет в один конец. И он ушел в этот конец. Аллах алейхи масана. Значит, Волчана. Так, разбойник. Я еще раз повторяюсь, я на некоторые вопросы не ответил, потому что это касалось других тем. Также я обходил провокационные вопросы. Еще раз извиняюсь, но может быть в следующий раз. Так.
Ну, уже последний раз говорю, давайте действительно я прочитаю сейчас, просмотрю комментарии и уже завершу, иншаллах. Мартин Борман, будешь много говорить, и тебе билет выпишем. Ну, приедь и выпиши сам. Можешь это сделать? Итсауца дюйновая конхол твердо рыга выпишем. Шу билет, шу киснадо. И да, делишун. Кан 9 мая вон нага цуна я довольно цанмет тяхир душу. Цанмет кечин душу. Саприя вам дацон. Хосан чумя. Так. Коянис, Каци, приговор предателю нет. Еще раз, я как бы заканчиваю уже все, я прошу вас больше не писать вопросы. Кадыров, завершая эту тему, Кадыров не был предателем. Он был так же, как когда-то Мазлак Ушаев, этот же Кадыров был врагом чеченского народа, врагом религии нашей, врагом все, что произошло в нашей истории. Он честно прошел свой путь, отдал свою жизнь за Россию, называл Путина своим другом, который убивал чеченцев и который когда-то говорил: если надо будет, с Аллахом буду воевать. Вот. Поэтому, исходя из этого, Кадыров не являлся предателем, а был врагом чеченского народа. И более того, как я говорил, ему оценку дал, справедливую оценку дал президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов 10 октября 1999 года. Он отстранил его от должности верховного муфтия и объявил его врагом чеченского народа. Так. Я благодарю вас всех. Мартин Борман, опять ты, Анзор ничего не боится и не будет бояться. Поэтому я смею и могу и смогу всегда говорить правду. Вот. Никто меня не остановит, иншаллах. Аллах рейсуль масана. Я благодарю вас всех. Да будет доволен вами Аллах Всемогущий. Иншаллах, увидимся, будем общаться. Пишите, комментируйте, спрашивайте. Будем работать вместе. Аллах рейсуль масана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.